Какой татарский праздник принято считать одним из самых главных? Если об этом спросить татар, то большинство ответит Сабантуй. Вы наверняка хотя бы один раз в жизни были на этом празднике, а если нет, то мы расскажем вам интересные факты о Сабантуе, про которые вы не знали. Не забудьте подписаться на наш канал и поддержать видео лайком. Мы начинаем. Сабантуй – старинный татарский праздник. По некоторым исследованиям, этот древний праздник имеет тысячелетнюю историю. Так еще в 921 году его описал в своих трудах знаменитый исследователь Ибн Фадлан, прибывший в Булгары послом из Багдада. Также в Алькеевском районе Татарстана учеными был обнаружен огромный камень, надпись на котором гласила, что усопшая почила в 1920 году в день Сабантуя. Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Об этом свидетельствует его название. Сабан означает «яровые» или в другом значении «плуг», а туй – «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова «сабантуй» – торжество в честь сева яровых. Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ в конце апреля. Теперь же в честь его окончания, в июне. У татар Сабантуй считался большим событием, поэтому к нему готовились заранее. Праздничным мероприятием руководили старейшины, которые устанавливали порядок проведения состязаний. Ежегодно по всей стране и даже за рубежом в июне месяце татары устраивали свой национальный праздник. В XIX веке Сабантуй был просто веселым, который знаменовал начало очень сложных, трудоемких сельскохозяйственных работ. Только в отдельных местах сохранились пережиточные обряды, указывающие на первоначальную связь Сабантуя с магией. Исследователи последних лет показывают, что Сабантуй состоял из чередования обрядов, которые совершались ранней весной, с первого таяния снега до начала сева. Сабантуй был повсеместным, любимым народным праздником. Именно поэтому он не прерывает своего бытования и в современности. Только тяжелое время войны на время приостанавливало его проведение. Но любовь к Сабантую такова, что как только возвращалась мирная жизнь, народ снова собирался на свой праздник. Как правило, Сабантуй сопровождается выступлением творческих музыкальных коллективов, национальными танцами, демонстрацией быта и уклада жизни татар, творчество народных умельцев, приготовлением национальных блюд. Ни один Сабантуй не обходится без турнира по национальной борьбе куреш. Это важная часть праздника. Победитель получает звание батыра, силача, и главный приз – барана. Куреш – это борьба на поясах. Главным условием победы считается оторвать соперника от земли и положить его на спину. Традиционно соревнования открывают мальчики, затем продолжают юноши, а кульминацией боя становится схватка двух финалистов, в результате которой выявляется главный батыр. Самый труднодоступный приз находится на верхушке гладкого высоченного столба. Участник состязания должен забраться на него без помощи каких-либо инструментов и достать петуха. Это только с виду кажется, что упражнение легкое, на самом деле с ним справляются немногие. Также существует такое мероприятие, как бой мешками, где два участника состязания садятся верхом на бревно друг против друга, держа в руках заполненные соломой мешки. По сигналу судьи игроки начинают бить друг друга мешками, стремясь сбить соперника на землю. Еще одно из самых популярных мероприятий на Сабантуе – это поднятие гири. Соревнующиеся должны поднять камень весом примерно 25-30 кг рукой. Правила соревнования просто таковы. Каждый участник предварительно поднимает камень обеими руками и удобно укладывает его на поднятую к плечу правую ладонь. И после этого, медленно выпрямляя руку, поднимает тяжесть. На большинстве сабантуев на соревнованиях по поднятию тяжести используют гири или штанги. Вот такие интересные факты о Сабантуе. А как вы считаете, является ли Сабантуй самым главным татарским праздником? Напишите об этом в комментариях. Большое вам спасибо за просмотр. Будем рады вашей подписке и лайку. До новых встреч!